Итак, дорогие ребята, прозвенел звонок на урок, и у нас сейчас урок познания мира. Теперь я хочу, чтобы вы, сидя, прикоснулись ладошками друг к другу. Соседам, прикоснитесь, ребята, друг к другу. Пожелайте друг другу успехов, улыбнитесь друг другу. А я с Мадиарой, давай, Мадиар, давай, успехов тебе. Скажите хорошие слова соседу. Успехов тебе, хорошо работает. Так, хорошо, улыбнулись друг другу. Хорошо. А теперь все. Даже я почувствовала тепло ваших рук. И я чувствую, что мы сегодня хорошо поработаем, потому что у нас, возможно, может быть хорошее настроение. А теперь возьмите смайлики и нарисуйте, какое у вас настроение перед уроком. Сегодня день чудесный, тепло. Так, хорошо. Ну-ка, покажите мне ваши смайлики. У кого какое настроение? Я посмотрю. Вы посмотрите, все с улыбками. Ни одного грустного смайлика. У вас очень хорошее сегодня настроение, да? А у тебя какое настроение? Прикольное. Прикольное. Так, у тебя? Нормально. Нормальное. Так, у тебя? Веселое. Веселое. Хорошо, у тебя? Самое веселое. Так, у тебя, Альбина, какое настроение? Так, самое веселое. Назира, у тебя? У меня очень веселое. Хорошее настроение. А Яна, у тебя? Радостное. Жанель, у тебя? Вы знаете, и у меня такое сегодня настроение. Отличное, хорошее. И я вас жду сегодня позитива, улыбок и хороших ответов. Хорошо, положите смайлики. Мы потом в конце урока обязательно сравним, какое у вас настроение. Тихо, какое у вас настроение было до урока и какое настроение после урока. Ребята, хотите узнать, какая сегодня тема урока? Да, теперь послушайте песенку. Перед мной игрушек куча, но всем уже давным-давно известно, что мне одной играть довольно скучно и совсем не интересно. А вот когда со мной мои родные и самые любимые мне люди, я сразу забываю про уныние, и всегда так было, есть и будет. Будете счастливы и чудесны самый, если рядом будут папа и мама. Буду я веселый, буду очень рада, если будут рядом сестренка с братом. А еще я буду бесконечно рада, если рядом дедушка и бабушка рядом. Ну а больше всех буду рада я, если будет рядом вся семья. Вся моя семья. Так, как вы думаете, какая тема нашего урока сегодня? Ну, Семья. тихо, не надо вслух говорить. Хорошо. Дамир, скажи. Сегодня, вставай. Сегодня на уроке Будет тема семья. будем говорить о семье. Правильно. А отгадайте мне ребус. Ну-ка, отгадайте мне ребус. Тихо, тихо, тихо. Семья. Как вы думаете, а что такое семья? Вот как вы себе представляете? Что, Алихан? Близкие люди. Самые близкие, родные, которые находятся рядом с вами. А вот теперь тихонько закройте глазки. Произнесите про себя вот это чудесное слово «семья» и какие ассоциации, какие картинки возникают, когда произносите это слово. Ну-ка, ну-ка. Какие картинки? Представьте свою семью. Пожалуйста, Аяна. Так, Алихан. У меня, день рождения, все пришли ко мне, и все веселые. Вся семья сидит за столом. Вот это классно! Еще какие картинки, Назира? Встань, выходи. Это я. Обнимается всей семьей. Вы посмотрите, как хорошо. Со всей семьей. Значит, какая у тебя семья? Тихо. Дружная, правильно. Дарьяна, а ты что представила себе? Я представила, что у меня много
давно, много лет как папе. Так. И мы всей семьей пошли на американские горки и обогатимся от всей своей души, от радости. Вот, молодец. Это вся семья празднует день рождения папы и не дома, а где-то на американских горках, да? Классно, молодец. Тимур, а ты? А? Представил? Весь корабль вот такого размера, Так. и там все мои знакомые. И семья твоя, да? Плывет, да? Катается. Вы знаете, как хорошо. Еще, давайте. Ну-ка, ну-ка. Ай. Я представила, что все сидим мы за одним столом и празднуем праздник. Праздники, хорошо. Анора, что ты представил Я себе? представила, что мы со всей семьей, с братиком, с дедушкой, с бабушкой, с папой, со мной, с мамой, пошли на рыбалку. Классно, на природу отдыхать, да? Потому что папа вел один раз уже на рыбалку, я поймал там что. Молодец, классно очень. На природе отдыхает семья. Еще. Нейла? Что-ка, что ты представила? Вы пошли собирать цветы, да? Наверное, а когда вот можно, да? Весной, когда все цветет. Жанеля? А я представила, что мы со всей семьей едем на речку и купаться. Молодец, хорошо. Вы знаете, да, мне очень понравилось, что у вас такая семья. Да, ребята, семья – это самые родные и близкие, которые находятся рядом с вами, которые заботятся о вас, помогаете друг другу, понимаете друг друга, да, ребята? Это очень классно. Как такую семью называют? Вот вашу семью. Как такую семью называют? Ну-ка, Алиса? Какая это семья? Дружная. А давайте еще поберем слова. Дружная. Еще слова. Еще. Ай. Крепкая. Молодец. Хорошо. Еще. Егор. Добрая. Ну да, если все добрые, конечно. Еще. Какая? Веселая. Даже веселая. Хорошо. Радостная. Может быть, хорошо, когда праздники. Даяна? Красивая. Красивые, конечно. Все они для вас красивые. Малика? Сильная. Так, сильные, хорошо. Семья должна быть крепкой, доброй и честной. Честные, правильно. Быть честными друг перед другом. А еще семья должна быть какая? Так, сплоченная, да? Сплоченная. Чтобы друг друга вы понимали друг друга. Мама с папой понимали вас, а вы понимали их. Хорошо, молодцы. Я попросила вас приготовить очень интересный материал о своих родных и близких. Вы принесли сегодня, я повесила. Но вы знаете, ну такие красивые. Ну кто, давайте познакомимся с родными и близкими, например. Пойдем, Назира. Вот. Мою маму зовут Дамира Абзаловна. Она учит детей петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах, потому что она работает музыкальным руководителем. Мы с мамой любим гулять. И с папой, да? Гулять, читать книжки и готовить. Я очень люблю помогать своей маме. Моя мама красивая, Ласковая, да. Ага. и добрая. И добрая. Ты очень любишь свою маму, да? Молодец. И тоже близкие люди. Пошли. Так, Жанеля, а ты о ком хочешь сказать? Даже о папе. Давайте посмотрим. Что же она расскажет нам о папе? Мою маму зовут Самара. Показывай. Угу. Так. Когда он не на работе, мы с ним проводим очень много времени вместе. Угу. Например, летом мы любим кататься на велосипедах, Показывай. на роликах, Угу. ездить на дачу, на речку. Угу. А зимой мы очень любим лепить снеговиков, кататься на санках,
еще мы будем выпить пиво. Ну давайте теперь со старшего поколения, да, ребята? Ну давай, сначала расскажи немножечко о своей семье. Ребята, вы посмотрите, какой хороший плакат. Я Так, вру. тише. Это твоя семья. Моя семья. Послушайте. Вот это мой папа. Это Марат. Мгм. Это моя мама, Гульнера. Мгм. Это я в садике. Ага. Это мой братик. Это мы когда пошли, папа нас один раз повел в замок. Это Ух ты. когда мы пошли. Это в нашем городе. Так. Вот. А теперь давай вот про дедушку. Про бабушку. Вот мой дедушка. Ага. Это он очень на Слушайте. семье очень старший. Старше всех, да? Старше все, старше бабушки, старше меня. Хорошо, Мой понятно. братик, Так. Хорошо. бабушка, старше папа. Так, а теперь нам расскажи подробно про дедушку, про твоего Аташку. Так, пожалуйста. Слушайте. Академик. Академик. Профессор. Академик. Кандидат наук. Так, послушайте. Так. Кандидат наук. О, кандидат наук. Представляете дедушку его? Он делает чертежи, чтобы строить мосты. Я знаю, что он тут построил мост в Ахтубе. Представляете? Он сделал чертежи, и вот по его чертежам построили большой мост в нашем городе. Так. Это вот в столе. Ага. Это они, бабушка и дедушка в Египте. Мгм. Хорошо. Где-то там, вот на этой фотографии, в Египте это все вместе поехали. Хорошо. Вместе отдыхали, да? Так. А вот мы совсем даже не первое место. Хорошо. Все, спасибо. Ну, а теперь давайте. Так, ну давайте еще про маму, да? Так, пошли, Алина. Это моя мама, Лёха Тайна. Ага. Ей 34 года. Хорошо. Мгм. Моя мама самая счастливая, Почему? потому что она обо мне заботится. Так. И еще это мы с ней беседуем. Ага. Разные темы. Хорошо. Так. Про математические уравнения. Мгм. Хорошо. Про Так, погодные явления. Хорошо. Вы обо всем беседуете, потому что мама твоя очень умная, да? Ты ее очень любишь? За что? За то, что она делает мне сюрприз. Сюрпризы. Она у тебя очень красивая. Еще какая она? Веселая. Добрая, да? Хорошо. Так что ты должен гордиться своей мамой. Ты гордишься, и обязательно надо маму что делать? Жалеть, да? Слушаться ее, да? Ты тогда будешь хорошим сыном. Молодец, спасибо. Ну а теперь давайте еще про папу я вижу. Очень. Пошли, Малика, расскажи-ка про папу. Моего папу зовут Дамьян Асанкиевич. Он полковник полиции. Он полковник полиции. Так. Папа полицейский, папа мой герой. Как же восхищаюсь, папочка, тобой. Ты стреляешь метко, много повидал. Умный, крепкий, сильный, просто идеал. Праздник пожелали, я тебе любя, чтобы была послушной дочка у тебя. Молодец, молодец. Она даже посвятила стихи своему папе. Да, папа полицейский. Он охраняет нас, да, ребята? Пошли, Тимур, расскажи про свою бабушку. Так, Лей. Вот, посмотрите. Мою бабушку зовут Савлия Рустамовна. Ага. Это мы, на день рождения вытянули. Это тоже. Мгм. Что ты скажешь про бабушку? Где она работала раньше? Она раньше работала в полиции.
сейчас она... Полковник, О. который работает в нотариусе. Ого, сейчас она на пенсии, да? Да, ну и нотариусе. Так. Работает, когда не болеет. Хорошо. Так, а кто такой нотариус, ты знаешь? Да. Нотариус, там работают юристы. Правильно, юристы должны знать все, что? Все законы, да? Твоя бабушка очень умная. Да, ребята, кроме родных бабушек и дедушек, обязательно есть у вас братья и сестры. Я знаю, что вы все их любите, всем им помогаете, да? Но сегодня Пошли Бахтияр хочет рассказать о своей старшей сестре. Она, кстати, учится в нашей школе, учится только на одни пятерки. Вот. Давайте мы с ней познакомимся. Так, Рома. Это моя сестра, ее зовут Эмили, ей 10 лет. Она в свободное время идет, танцует, и она ходит в модельное агентство «Лиля». Модельное агентство, да. Это она в Москве. Угу. Вот здесь интервью у нее берут. Интервью, да? Хорошо. Это в Грузии. Она ездила в Грузию на конкурс и заняла какое место? Третье. Третье место. Представляете, в Грузию, в другую страну она ездила. Так. Она пока Лиля с одеждой. Угу. Хорошо. Так. Это в Москве. Тоже в Москве. Хорошо, Бахтияр. Ну, скажи мне, ты любишь очень свою сестру? Да. Очень любишь? За что? Она со мной играется. Угу. Еще что делает? Она со мной делится. Угу. Хорошо. Ты гордишься ей, да? И что то, что она еще очень хорошо учится. Бахтияр у нас тоже, так же, как и Демирис, его сестра, тоже учится очень хорошо, да, ребята? Мы тоже берем с него пример. Спасибо, Бахтияр. Сейчас мы поговорим про семью, ребят. Да. Представьте, вот ваша семья. Так, кто представляет? Так, взяли пальчики, говорим. Этот пальчик кто? Дедушка. Этот пальчик бабушка. Этот мальчик папа, этот Пальчик мама. этот Пальчик я. вместе мы дружная семья. Вы согласны с этим? Согласны, ребят. А теперь продолжаем тему семья. Теперь тихонечко. Мы сейчас работаем по парам. А ну-ка вспомните правила работы в группе и в парах. Что? Первое какое правило? Первое ай. Послушайте, не перебивай друг друга. Дальше, Саша. Уважать соседа. Правильно, уважать мнение соседа. Молодец. Еще. Беназир. Не ругаться с соседом. Хорошо. Беседовать с соседом. Да, хорошо. Тактично, так. Алихан. Договариваться, да? Хорошо, садись, ребята, да? Самое главное, уважать мнение друг друга. Помните? Говорить по очереди. Не согласен предлагать свою мысль, свою идею. А вот сейчас тихонько откроем рабочие тетради. Попознайте я же вас попросила в домашнем задании приклеить фотографии своей семьи. Открываем. Я не знаю, какие у вас фотографии. Открыли. А теперь, так, не надо мне поднимать. Соседу по парте расскажите о своей семье, о членах своей семьи. Познакомьте соседа, рассказывай о их. Да, знакомьте соседа с членами своей семьи. Сначала один, потом второй. Знакомьте. Да. Хорошо, молодец. Это мама?
Так. Жанель, что ты узнала о семье? Послушаем Жанелю. Сюда. Хорошо. Так, что ты узнала о семье? Что в семье их сколько? 5, да? Так, что ты еще узнала? Хорошо. А кто хочет теперь сам подробно рассказать о своей семье? Еще. Мы многих прослушали, вот прям подробно, чтобы нам было очень интересно. Ну-ка, Саша, давай. Кто чем занимается? Давайте послушаем Сашу. Тимур, давай. Нас в семье? Назирай. О, хорошо. Так, Назирай. Хорошо. Мама с папой давно работают. Ух ты, как хорошо. Так, ты считаешь свою семью дружной? Почему? Вы никогда не ругаетесь, да? Слушаете друг друга, да? О, хорошо, молодец. Садись. Хорошо, руки на место. А я расскажи о своей семье. Послушайте. Один бит, как себя ведешь? Сядь ровненько. Так. Аж целых 6 человек. Знаете, какая большая семья. Мама, папа, тетя и Ух ты, как хорошо. моей сестре 10 лет. Хорошо. Хорошо. Ты считаешь свою семью дружной, сплоченной? Почему? Громче. У них традиция, да, ребята? В каждой семье, молодец, есть какая-то традиция. Вот у нее 15 мая они всей семьей гуляют. А у вас какие традиции в семье есть? Например, у меня традиция, Новый год отмечаем всей семьей. Так, какие у вас еще традиции есть? Какие у вас традиции? Дана, говори мне. Праздник. Куда-то уезжаете? А что это за день? Ну, когда у меня всегда наступает день рождения и Ага. моего папиного. Вот, очень хорошая традиция. Так, еще, Бахтияр. Мы на Новый год лепим снеговика. Молодец. А теперь, сейчас я вам раздам ладошки. Вот послушайте, это ваши ладошки. Сели все ровненько. Вот на ладошках вы должны нарисовать, как вы... Семья, мы говорили, какая у нас должна быть семья? Дружная, сплоченная, крепкая. Правильно. Вот сейчас вы же многие писать не умеете, поэтому вы сейчас на своих ладошках нарисуете, как вы представляете себе семью дружной, сплоченной. Хорошо? Так, я пока раздаю, а вы думаете, что будете рисовать. Хорошо? Так. Так, Бахтияр. Даяна. Так, вот он. Кто не получил? Так, все получили? Все тоже не принесли? Так, все получили? Я не получила. Возьми, Альбина. Все? Все? Работает. У кого нет? У всех есть? Все? Какой вы представляете свою семью, ребята? Быстрее, быстрее, ребята. Быстро, быстро. Быстрее. Так. Можно просто ручками. Раз. Ручками рисуйте быстренько. Так. Я написала.
Хорошо, можно писать, кто умеет. Быстрее. Так, почему поворачиваемся назад, Даяна? Так. Быстренько. Ручкой можно не разукрашивать, ребята. Это вы уже дома разукрасите, хорошо? Так. Я и так цветными карандашами. Так, хорошо. Заканчивайте. Я закончила. Заканчивайте. Быстренько. Все. Положили ручки. Кто сколько? Ребята, мы дома закончим обязательно. Сейчас кто что нарисовал. Какой? Так, в виде чего вы представляете свою семью? Итак, говорим. Берем свои ладошки. Так, хорошо. Нет, в руки возьмите, не надо в ладони. Что, Малика, ты нарисовала? Я нарисовала солнце. Солнце. Значит, у тебя дома всегда тепло. Что еще? Тепло от твоих родных, да? Тебе нравится идти домой, поднимается настроение. Так, Алихан, что ты нарисовал? Дерево. Ты дерево, молодец. Хорошо. А ты? Я тоже дерево. Ты тоже дерево? Дерево, ребята, да, это как бы ваше древо. То есть это, может быть, корни, это кто у нас, прадедушки, прабабушки. И потом идут ваши там, папы, там, дети, внуки, правнуки, правильно? А у тебя? Дерево и сердце. И сердце, молодец. Почему ты сердце нарисовала? У меня тоже. Почему? Потому что у меня семья дружная. Ты любишь свою семью, да? Хорошо. Алиса, а что ты нарисовала? Я нарисовала сердце. Сердце. Это очень хорошо. Ребята, вы говорили о том, что каждая семья имеет свой дом, да? Имеет свой дом. Дом, постройка дома начинается с фундамента. Знаете, какой фундамент? На чем стоит дом? Там же и семья. Фундамент семьи должен быть крепким, чтобы семья была дружная. Так вот сейчас мы построим дом, в котором живет очень дружная семья, ребята. Как вы думаете, какие слова нужно подобрать для крепкой, дружной, сплоченной семьи? Как вы думаете? Так, хорошо. Вы не угадаете, да? Хорошо. Если вы согласны, хлопайте. Так, и кто-то мне прочитает. Во-первых, так, пожалуйста, кто рядом сидит, кто мне прочитает? Так, Алин, прочитай. Любовь. Это любовь. Должна быть любовь в семье? Да. Согласны? То есть вы должны друг друга любить. Следующий кирпичик нашего дома, вашей семьи. Это что это такое? Кто мне прочитает? Так, хорошо. Прочитай. Забота. Забота. Как вы понимаете, забота? Вы согласны? То есть вы должны друг о друге заботиться. Да, ребята? Хорошо. Следующий кирпичик нашей семьи, нашего дома. Так, прочитай. Кто умеет читать? Пожалуйста. Радиан. Дружба. Мы должны дома дружить. Согласны. Следующий кирпичик у нас. Так. Тимур, прочитай. Я. Да. Что это за слово? Помощь. Мы должны друг другу помогать. Помогать. Так. Следующий кирпичик. Так. Кто прочитает? Алиса, прочитай. Прочитай. Улыбка. Мы должны, конечно, обязательно, чтобы у нас было, если семья дружная, хорошее настроение. И самое очень важное слово в семье, это какое это слово? Это понимание. Мы должны друг друга понимать. Давайте так. Ну это, ребята, фундамент. Теперь же надо построить стены, окна. Кто хочет пойти строить? Стены. Раз, два. Далее пойдем. Так, ставим стены. Вот сюда прям. На фундамент ставим стены. На, вот стена. Куда будешь ставить стенку? Вот. Вот так вот, да, ребята? Да. Вот, три. Ставь стену. Так. Хорошо. И вторую еще. Так.
Что еще в доме не хватает? Ну-ка скажите мне. Крыши, пошли. Алдиат, садись, Дана. Так, ставь крышу. Так, ставим крышу. Давайте помогу. Ага. Вот так. Сейчас, ребята. Все, поставили крышу. Садись. Что еще не хватает в доме? Обязательно. Руки поднимайте. Так, тихо. Руки поднимайте. Пошли, Раяна. Что не хватает еще в доме? Раяна, говори вслух, говори. Окна, бери окна. Есть окна? Так, бери окно. Так, ставь окно. Крепи. Где окно? Так, вот это, да? Здесь? Хорошо. Еще можно окно? Так. Во, молодец. Так. Вот. Угу. Хорошо. Что еще не хватает, Жалеля? Дверь не хватает, да? Так, вот так. Вот мы получили дом, в котором должна жить и будет жить дружная семья с крепким фундаментом, в котором есть что? Любовь, дружба, улыбка, помощь и понимание. Как вы считаете, кто думает, что ваша семья очень дружная? Поднимите руки. Так, хорошо. У вас все это дома есть, да? Дружба, понимание. Хорошо, сели все ровно. Ребята, а вы знаете русскую народную сказку «Репка»? Да. Вы знаете, эта сказка тоже о семье. А давайте попробуем сейчас побыть артистами. Посадил дед репку. Сажай вот так. Тихо, все, молчи. Выросла репка большая, прибольшая. Вот такая вот, показываю, вот так, большая, прибольшая. Пришел дед и решил выкопать репку. Тянет, не может вытянуть репку. Зовет дед бабку. Зови, громко. Так, иду. Так, давай. Дед, бабка за детку. Детка, не надо, за ветку, потянут, вытянуть не могут. Так, зовет внучку. Зови. Внучечка. Пойдем Пойдем вытаскивать. вытаскивать Внучка за бабку, бабка за детку. Давайте вместе. Детка за детку, тянут, вытащить не могут. Зовут? Кого зовут? Собачку, говори. Жучка. Жучка. Конечно, вытащить репку. Бабкой, давай. Конечно. О, молодец. Давайте. Так, говорим. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, вытащить не могут. Позвала жучка кошку. Котик, Котик, давай вытаскивать репку. помоги. Ага, говорим. Кошка за жучку, Внучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, тянут, вытащить не могут. Позвали мышку. Мышка, помоги нам репку вытащить. Мышка за кошку, кошка за жучка, Внучка за бабку,
Так, почему, Анвар? Были бронзы, отца, семья. Правильно! Это было очень дружно с ней. Дружба помогла совершить вот такое дело. Вытащить репку. Оказывается, видите, когда друг другу помогают, и семья всегда дружна, и все дела делаются. Правильно, ребята? Хорошо, сели все ровненько. Так, а теперь я буду говорить предложение, а вы заканчиваете. Договорились? Итак, слушаем. Такое предложение. На уроке мы говорили о... Руки поднимайте. Тихо, тихо. На уроке мы говорили о семье. Хорошо. Дальше. Семья это... Адильби. Это дружба. Это самые близкие и родные. Хорошо. А сейчас мы поработаем по группам. Смотрите, вот это пока пусть будет первая группа. Так, первый ряд, первая группа. Второй ряд, вторая группа. Сейчас вы соберитесь. Выберите две ладошки, самые интересные, которые вы считаете, что нужно прикрепить на доску. Так, подумайте. Так. Очень правильно нарисовано. Прям, Матя, иди, подходи сюда. Иди сюда. Иди сюда. Матя, иди сюда, посмотри, так нельзя. Сюда, подумайте, посоветовали на честность. Честность, ребята. Так, вы посоветовались, чья ладошка прям нарисована правильно. Все слова подобраны. Подумайте. Так. Так. Две ладошки. Ай, выбрали? Чьи? Так, вот эти две ладошки. Так, все. Вы сами выбирали? Все согласны? Так, хорошо. Так, в виде сердца. Очень хорошая ладошка. Это в виде дерева. Молодцы. Очень хорошо. Очень красивая ладошка. Хорошо. Так, садитесь на свои места. Так, первый ряд. Спасибо. Садитесь. Хорошо. Так, третий ряд. Чьи ладошки выбрали? Вот эти две молодцы. В виде цветочка и в виде сердца. Молодцы. Хорошо. Сели. Я вижу, что вы все любите свою семью. Да, ребята? Сели все ровненько. Итак, на этом, ребята, все. Раз, два. Вот эти ладошки вы отнесите домой и покажите своим родителям о том, что вы любите свою семью и считаете ее очень нужной и дружной. А теперь взяли еще раз смайлики. Если ваше мнение не изменилось, покажите. Если у вас вдруг настроение не очень, то можете немножко изменить. А так у вас какое настроение в конце урока? Ой, какое хорошее настроение у всех. Вам понравился урок? Хорошо. Ребята, спасибо большое вам за урок. Сегодня я хочу тоже многим сказать спасибо за ваш труд, за ваше мнение, за ваши добрые слова о своей семье. Я тоже люблю свою семью. Вы для меня тоже вторая семья, потому что вы хорошие, очень примерные дети. Понятно вам? Все, тихонечко урок окончен.